Мы продолжаем программу «7 дней». От Казани до Москвы за 6,5 часов – это почти наша новая реальность. Строительство участка самого главного дорожного проекта страны, трассы М-12, близится к финалу. Работы завершены на 80%. А пока заглянем в будущее, где уже все готово. Президент России Владимир Путин 8 сентября открыл участок от Москвы до Арзамаса. 415 километров автомобильной дороги на этом отрезке связывают 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. За 2 недели по открытому участку от Москвы до Арзамаса проехало 720 тысяч машин. Представляете? Что там можно увидеть? Вместо привычных заправок, жмущихся у обочины, просторные многофункциональные зоны для водителей и пассажиров. Там и машину можно накормить, и самому поесть, воспользоваться душем, стиральной машиной, а при необходимости снять номер в мини-отеле. Такие сервисные зоны предусмотрены через каждые 50 километров, но пока из них доступна только половина. Самих заправок на протяжении дороги пока только 4. И никаких шлагбаумов, пропускных зон или терминалов для оплаты вовсе не наблюдается. Все начисления производит автоматика, считывая данные об автомобилях с камер и датчиков. Наша съемочная группа уже оценила все прелести новой платной дороги. Специальный репортаж из Нижегородской области. От Казани до Арзамаса путь не близкий, пока примерно 7 часов. Точка пересечения, новая реальность, уже есть на табличках, пока, правда, с пустыми окошками. А вот повернуть на трассу Арзамас-Москва можно сразу отсюда. Указатель вторит: платная трасса за углом. Никаких тебе шлагбаумов и пропускных пунктов. Один поворот, и портал без времени унесет вас в столицу за 3,5 часа. С Арзамаса в Питер из отпуска возвращаюсь. Потому что я уже очень много лет езжу, у меня родители в Мордовии живут. Раньше сколько, получается, дорога занимала 20-22 часа, сейчас без нарушений я могу уложиться за 12, за 11. Мы даже не знаем, сколько это сейчас будет стоить, но нам сказали, в районе 1800 рублей. Это, по крайней мере, удобно. На такое расстояние из Москвы все-таки ехать достаточно далеко и долго, поэтому лучше в данном случае заплатить, чем собирать все пробки и непонятные дороги. Я еду из Москвы на дорогу М-12, выехал перед Владимиром. И вот до поворота на Муром, на Нижний, проехал, не знаю, километр 200 с лишним. Дорога скучная, гладкая, ни населенных пунктов, ни заправок, ничего, в сон клонит. И такие впечатления. Слишком ровная дорога, аж скучно. Что касается автозаправок, по пути в Москву их пока только 4. К концу года заработают 16, а вообще их больше 30. Развернуться можно лишь спустя 40 километров. И в этом и есть идеология платных трасс. Ты едешь всегда по прямой, не сворачивая и не сбиваясь с пути. Покрытие, стыки мостов идеально. Вообще прям идеально. Ощущение такое, что по автобану едешь. Европы. Вечный путник Влад Глазырин везет груз из Екатеринбурга в Москву несколько раз за сезон. Зона отдыха теперь его личный причал. Кофеек с утра и снова за баранку. Очень удобно. Такие сервисные зоны предусмотрены через каждые 50 километров, но пока из них доступна только половина. Все 390 километров они освещаются. Это прям безумно приятно. Ездит ночью, отдыхает днем. Не всегда такое можно было себе позволить раньше. По стандартному старому маршруту ты всегда был чуть позади времени. От Нижнего до Москвы была очень такая загруженная дорога, на самом деле. Особенно район после Владимира, Петушки. Это прям 20-40 светофор, 20-40-60. Проверим ровность дороги старым дедовским способом с помощью полного налитого до краев стакана воды. Такую проверку трасса прошла без запинок. Мы решили усложнить задачу и перелить воду из стакана обратно в бутылку прямо на ходу. Но и с этим покрытие справилось на отлично.
От Москвы до Арзамаса за 3,5 часа на машине. Отныне это реальность. Скоро достроят оставшуюся часть дороги до Казани. В планах до конца этого года. И мы тоже станем частью этой реальности. 6,5 часов до Москвы вместо 12. Сама эта магистраль – часть международного транспортного маршрута «Россия», самого главного дорожного проекта страны от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причем с выходами в Китай, Монголию и Северную Корею. Это если говорить о полном маршруте «Россия». Новый участок протяженностью 413 километров от Москвы до Арзамаса через Владимир. Дальше дорога тянется до Казани. Этот путь получил название «Восток». Чрезвычайно важно для будущего России развитие транспортной инфраструктуры с нашей огромной колоссальной территорией. Это понятно. За этим прямо по пятам идет развитие экономики по всем направлениям. Это не только туризм. Все начинает развиваться абсолютно другими темпами при наличии транспортной инфраструктуры. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в этой работе. Хочу сказать огромное спасибо строителям. В пике у нас работало 30 тысяч строителей, 9 тысяч единиц техники. Это была самая масштабная стройка страны. Прошу дать команду на открытие движения. Разрешаю. Что, поехали? Поехали. Открытие 8 сентября было торжественным и громким в буквальном смысле. С подачи президента страны, сигнализируя, на трассу выезжают автомобили. Как платить, этот вопрос волновал нас с самого начала. Понять здесь это почти невозможно. Оказалось, что все начисления производит автоматика, считывая данные об автомобилях с камер и датчиков. Если машина оборудована транспондером, деньги сами списываются со счета. Если же нет, водителю надо в течение 5 дней после поездки зайти на сайт Автодора и оплатить счет. К примеру, поездка от Москвы до Арзамаса обойдется вам в 2821 рубль. От Москвы до Владимира в 1399 рублей. Ввести татарстанский маршрут пока не позволяет система. А вот, кстати, и он в самом разгаре строительства. Подойти ближе пока нельзя, несмотря на то, что 80% работ уже завершены. Строители утверждают, работают день и ночь. Наша казанская сторона будет ничем не хуже арзамасовской. Объект строился в очень сжатые сроки. Мы зашли на объект в начале 2021 года, и вот мы в 2023 году запустили движение. То есть буквально за 2 года мы построили трассу. Это вообще феномен, на самом деле, в мировом масштабе. Обычно строительство трассы занимает 2 раза больше времени. Дорога будет скоростная, 4-полосная, с возможностью быстрого проезда. Можно сказать, местным жителям, особенно жителям Казани, очень повезет с этой дорогой. Как раз жителям Арзамаса, одного из самых старейших русских церковных городов, уже повезло. Это подарок для туристов выходного дня, путешественников и паломников. Проходимость за неделю 90 тысяч автомобилей. Дорогу теперь по праву можно назвать маршрутом экономического развития. Инженерное чудо, не иначе. Для нас это фактически открытие нового уклада экономики. Если в большей степени Арзамас – это город промышленный, город машиностроения, город приборостроения, город оборонно-промышленных предприятий, там, малого бизнеса, который обслуживал не только город Арзамас, но и ближайшие муниципалитеты, то сегодня это новая экономика – это экономика туризма. Соответственно, одним из ее, если, может быть, даже не ключевым элементом, является, безусловно, прохождение трассы поодаль Арзамаса. Участок до Казани планируют сдать в декабре этого года. По оценкам специалистов, она не только разгрузит соседние маршруты, но и снизит количество ДТП. Соединяя города, экономику, людей, движемся на восток. Поехали! Диляра Ицупова, Андрей Ключников, 7 минут.